Константин Симонов. Отрывок из баллады «Сын артиллериста». А через 2 недели шел в скалах тяжелый бой, чтоб выручить всех обязан кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился, товарищ майор. Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один, без радиста, рация на спине. И через фронт по скалам ночью в немецкий тыл пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батарей. Ясно? Так точно, ясно. Ну, так иди скорей. Нет, погоди немного. Майор на секунду встал, как и в детстве 2 руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Так вот, как отец, раз вышел на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед посылать. Держись, мой мальчик, на свете, 2 раза не умирать. Ничто на жизнь не может вышибить из села, такая уж поговорка у майора была. Всю ночь шагая, как маятник, глаз майор не смыкал, пока по радио утром донесся первый сигнал. Все в порядке, добрался, немцы левее меня, координаты 3-10. Скорей давайте огня, орудия зарядили. Майор рассчитал все сам, и с ревом первые залпы ударили по горам. Снова сигнал по радио. Немцы правее меня, координаты 5-10, скорее еще огня. Летели земля и скалы, столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. 3-й сигнал по радио. Немцы вокруг меня. Бейте 4-10, не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4-10. Как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавший виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь летели снаряды. Огонь зажирай скорей. По квадрату 4-10 било 6 батарей. Радио час молчало, потом донесся сигнал. Молчало, оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, дайте море огня. На командном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио, не выдержав, закричал. Ты слышишь меня? Я верю, смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать. Никто нас жизнь не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота. К полудню была чиста от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы, раненый, но живой был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора прежде, чем в госпиталь уезжать. Держись, отец, на свете 2 раза не умирать. Ничто над жизнью не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь у Леньки была.